Так, хотел же снять тому-то, чуть-чуть забыл. Посреди моста, в общем, реку Алдан проезжаем. Ну и вся часть еще тут. И там наверху. Уже где стоянка, сейчас буду останавливаться. Тут какой-то парк сделали у них тоже. У меня что-то АБС прицепа загорелся. Ну, не знаю. Обычно, когда снег залепляет, все бывает такое, но потом отходит. А пока не отходит. Вот здесь сделали такой. Сейчас. Ну, видите, да, парк. Такой прямо не маленький. Ну, как типа детская площадка, ну, и территория плюс. Ну, пока непонятно, тут все снегом завалено, она очень большая. И дальше. Микрорайон тут. Симпатичным сайдингом. Ну, так-то дом просто монолит литье, я так понял. Смотрится интересно уже, да, чем обычно. Ну, строят, по крайней мере, видите, дома. Не знаю, правда, что тут. Это вот Синегорье. Хотя это может уже и не Томот. Не знаю. И основное вот здесь вот для дальнобойщиков. Магазин, кафе. Ну и поселок тоже в эту сторону, на сопке. Ну и мне надо на стоянку заехать. Здесь. Ну и там вот автомагазин, кафешка, и дальше туалет, душ и стирка. Я когда ехал в Якутск, отдал одежду постирать. Надо всю дорогу думал, как бы не забыть, не проехать. Ну, наверное, пока помню, в общем. Тут видите, банда бензовозов. Ну там дальше. Там дальше. На ЖД как раз станция перевалка контейнеров. Контейнеры. И заправка по газпромовской карте. Можно заправляться. Цена дизеля 80 рублей 70 копеек. Такие дела. Так, ну с прицепом не знаю. Ну сейчас заглушу, может заведу, он отойдет. Обычно бывают такие глюки. Какое-то столпотворение у нас на заправке. Утреннее. Ну или может бензовоз сливался. В общем, ладно, дальше будет Якокит. Поселок. И уже потом Нижний Куранах, Алдан. И все.
чуть дальше уже там Немныр, Хатымичунман, Нерингри приехали, как говорится, из Якутии уехали. Ладно, всем привет. Так, на заправке кто-то поломал колонку, не знаю. В общем, для грузовиков, где место там не работает. 72,60 здесь дизель. Это 80-70, это в Бестяхе цена была, что я забыл, да. О, кстати, повезло мне, да? Мне заправиться надо, и приехал бензовоз сливаться. Ну, может, кстати, вот эти колонки заработают через 2 часа, правда. Короче, 95-й 60, 92-й 57-90. А дизель, так как здесь субсидия по сельским территориям, 72,60. В общем, ладно. АБС прицепа вылечилась. Завел, ну, заглушил, завел, она убежала. Это у нас Якокит. Тут, видите, у них поля, луга присутствуют, теплицы. Ну, картошка раньше тут, по крайней мере, такую домашнюю можно было закупить. Видите, домики тоже эти строят, как в Томуте. Ну, магазин. Вот как раз можно остановиться вообще в пешей доступности. Это УАЗик. Ну, потом он посмотрел уже, конечно. И вот тут, да, сельскохозяйственная часть, в общем, Якутии. Здесь прямо у них есть где картошку сажать, в общем. Такая низина, что не скалы. И река одноименная. И поворот тут, конечно, такой опасный, когда идешь на Якутск. Дорога хорошая, там идешь, получается, на спуск. Как бы можно раскатиться и потом в поворот не попасть. Даже как-то было. Машина прямо тут лежала в кустах. Ну вот он, видите, вот этот, я говорил. Сам начинается именно вот там. Что может начать выносить с радиуса, а он такой идет и не заканчивается. Не, если медленно ехать, проблем нет. Ну, просто под спуск идете все время. Ну, соответственно, раскатка, а потом уже может быть и тормозить поздно, особенно по гололеду. Тут, видите, якутская посыпка, камни по сантиметру. Так, видите, какая-то утепленная Volvo. А у меня вообще, я вытащил эту утеплялку. У меня вообще никакой нету. Хотя надо было обратно ее, наверное, засунуть. Ну, я верхнюю часть закрываю. Примерно так. Ну, низ радиатора открытый. Ну, я как-то не ощутил разницы, что в кабине там теплее или что-то еще стало. Когда с ней и без нее. Знали. Ну, по идее, надо, да, чтобы не продувало поверху двигателя, хотя бы закрыть, чтобы поток воздуха там. Ну, дело к весне, короче, в общем, я это... Когда на ТО в Челябе был, я что снял, и это в палетнике она лежит. Ну, у меня такая, мы еще с Максом делали, с этой блестяшки, она вырезанная под все, где замки закрываются, где печка, вход. Прорези под эти амортизаторы подъема капота. Так, в общем, ладно, едем дальше. Скоро будет Нижний Куранах. Стороной его будем обходить. Так, это мы к Нижнему Куранаху подъезжаем. Что тут не видно? А, что-то у них сегодня не работает, что ли. Ну, вот тут дорога. Это с карьера на фабрику возят, ну, золотосодержащую породу. Перекресток здесь такой, белазики такие, 90-тонники.
снял, получается. Ну вот у них КПП свою. Короче, там карьеры, а фабрика в Куранахе. Ну а тут видно свежий снег, что ли, был. Как бы присыпало все это дело. Вон, кстати, да, в Куранахе я достал даже этот. Игорь живет. Мы еще с Максом ездили, смотрите, как сделал. Не знаю, видно, нет? Что-то он отсвечивает, что ли. Сейчас включу. Свет еще. Вот видите, моя машина, вот Volvo. Даже номер. Real Truck написано. Якутия. Сувенирный. И Максу тоже сделал он. А это, ну, карта Якутии получается. Вот, часть. Не знаю, видно будет на камеру, нет? Игорь, тебе привет персональный, ну. Как раз мы вот здесь вот на перекрестке встречались. Этот, где БелАЗики переезжают. Он, кстати, да, работал на этих БелАЗиках в свое время. Сейчас уже на пенсии вот занимается таким творчеством. Не знаю, а вот так лучше, наверное, будет видно. Сейчас отсвечивает, не отсвечивает, в общем. Ну, красивый такой памятный подарок. Все, спасибо еще раз, Игорь, тебе привет. В общем, едем дальше. Ну и так, если что, вдруг. Разборки, да. Ну, тупым концом. И карта местности как раз куда сваливать. Все, ладно, едем дальше. Куранах за лесом. Там будет перекресток, но опять же у меня так голова не поворачивается, он как бы сзади нас окажется. В общем, едем. Что-то впереди вообще как-то все белая мгла. Предположительно, на Титу будет весело. Там еще Леха едет навстречу. Сейчас где-то будем мы, ну, наверное, по трассе встречаться. Может, тут связи нету, как договориться. Он сейчас с Нерингри выезжал, а я с Томота. Но он в Хатыме обедать будет. У него 130 километров до Хатыме, у меня 240. Если он будет тщательно пережевывать долго, то я, может, и до Хатыми доеду, пока он есть будет. В общем, такие дела. Так, тут река у нас, Большой Куранах. Ну и получается поселок Верхний Куранах. А это вот, видите, все вот такими буграми. Молодой лес на нем растет. Это уже вдоль и поперек все перерытое, тут золото добывали. Не знаю, еще с 30-х годов, по-моему, до прошлого века. Или с 50-х, может, ну, в общем, довольно-таки долго тут это все. Что за Алданом вот эта река. Так, Верхний Куранах. Кто давно не был. Тут, кстати, да, если кому едете, вот здесь вот нормально можно остановиться, островок, и вот магазин тоже работает. Да, как-то в советское время тут и драги были, работали такие, как трехэтажный дом размером, ну, по реке делается заводь, как бы запруда, наверное. И вот она стоит, и заборники у нее с глубины поднимают породу, и внутри все это промывается. Ну, особо не видать за лесом ничего. Тут вот речка вся перекопанная, в общем. Ну, что поселки там Арачон 1, Арачон 2. Там тоже вдоль реки они тоже все золотодобытческие, в общем, старатели, в общем, жили. Сейчас там уже как-то подзапустело все в Арачонах, я имею в виду. Алдан, да, как бы. Все там пока еще живет народ. Не знаю, сколько там жителей в Алдане, 1025, наверное. Алдан 20 вообще. До Невера мне еще 659 до выезда на трассу что-то Хабаровска там. В общем, ладно.
наверное, едем, а то я что-то снимаю уже лес какой-то. Так, Алдан. Ну, по объездной. Раньше прямо ездили. Объездной не было этой. Не знаю, прямо сейчас под загрузку типа можно, может, попробовать. Давно не было. Но тут что-то меня смущает, что там центр, мало ли там что-нибудь для грузовиков как-нибудь не так. Давненько. Ну да, еще ездили через этот дорога шла по Алдану прямо. Ну это давно было. А так Алдану 100 лет было в 23-м году. Ну это я не то что знаю, там надпись на плакате была перед ним. Тут Америка приехала уже. Ну, типа, знак с прицепом нельзя именно. Я так понял. Или что это значит? Я так-то правила особо не знаю. Ну, это получается здесь ВСТО же строили, Восточная Сибирь, Тихий океан, это, по-моему, к нему относится, к нефтепроводу. Что-то здесь. А уже после ВСТО Сила Сибири 1, и сейчас, по-моему, вторая ветка, или чуть ли не третья уже. А так в Алдане вот как раз нефтепровод идет, он вдоль трассы. Ну, Лена здесь, а сюда к Алдану приходит со стороны Алекминска. И там дальше есть дорога притрассовая на Алекминск. Ну, как технологическая для нефтепровода. Ну, и, скорее всего, там же и газопроводы где-то рядом идут. Тогда еще ездили на Алекминск здесь. Ну, тогда, конечно, дорожка была неделю ехать. Ну, частично просто бульдозером продрали. Деревья повалили, все готово. Ну, ее потихоньку потом отсыпали. Но она как бы... Там пропуска, все дела. Туда так просто не поедешь. Ну и Алдан у нас вот он везде. Чуть там на спуск. С той стороны, в общем. Сейчас дальше включусь. Ну, это объездная идет, и там будет ЖД вокзал и перекресток, где нам надо уступать дорогу. Тут вот ЖД станция. Ну, куча вагонов на отстое. Ну и сам ЖД вокзал тут. Видите, как симпатично сделали. Такой аккуратненький в стиле. Таком, я не знаю, как стиль-то называется. Классицизм какой-то, наверное. Ну, не просто взяли этот квадратик из сайдинга, но сделали прямо нормально. Так, вот здесь нам надо уступить дорогу, потому что, ну, с города на подъем идут все. И как бы это, если они нам будут уступать дорогу, то они будут тут до весны. И вот Алдан еще частично видно, там уже многоэтажки вот внизу, как центр здесь. Сам, наверное. Ну, с камеры, наверное, не особо. Что, снег метет, оно такая видимость. Ну, в общем, Алдан по правую руку у нас. И внизу, ну, как бы, как раз там заправки, кафешка, шинка. Магазин какой-то там, что-то такое, автозапчастей. Или уже нет, я не помню, я так что-то все время подъезжаю сюда, ну,
парковочных мест как бы не очень много, вечно все заставлено. Так я, насколько понимаю, вот здесь бы выехали. Но если бы через город. Что-то я тут, видите, знак мне дорожный не улыбается. Типа, видели? Вот Артасава эта река, да, тут идет это. Тут же вся уже вдоль и поперек переработанная. Ого, тут нормально так почистили, что на легковых машинах прямо это не вариант попасть на заправку. Кстати, да, давненько не гляньте, какой снег натоптали, да, слой. Тут одна заправка, и тут выше еще одна. Здесь, если что, можно арктическая уже заправляться. Сеолдан закончился. Едем дальше. Арачон первый. Ну, я второй что-то не заснял, но там тоже брошенное уже все. Тут, видите, вот дома уже. Ну, когда движуха была, здесь вот в этом районе как раз добыча была. И жили все. Что-то, может, пооставалось, кто-то живет, не знаю. А тут уже все, снег все завалило. Видите, аж выше окон. Ну, с крыши нападало. А, тут живут, в принципе, наверное. Натоптанная. Все, добыча уже, золото ушла подальше в лес. Теперь уже вахтовые поселки. И сейчас... ну ладно, сейчас включу попозже. Не знаю, как будет видно, но есть контраст, да, вот белая гора такая и метет белым. Ну, а погодка, как говорится, метет, однако. Так надо как-нибудь объехать. Самосвал, я думаю, он свернет там в Арачоне, там на Лебяжье или как-то что-то такое, поворот. Сейчас я опасный маневр совершу. Урал Next, или как он там называется. Сейчас будем заходить. Белая гора, подъем. Ну, его там, в принципе, посыпают все время хорошо. Он больше проблемный со стороны, когда на Якутск идешь спуститься. Там, ну, грубо говоря, поворот крутой, и также вот на спуск идет, как в Якоките. То есть плавный спуск, потом еще больше спуск, и поворот такой нормальный. Ну, как говорится, главное не проторговать, потому что там тормозить просто и негде особо. Если там выйдешь километров 80 в час, то все, как говорится, внимательным надо быть. Ага. Аэрокарго. Сейчас, подождите. Ну, пока видами любуйтесь. Посмотрите, какой-то мощный вид зимнего леса.
из-под моста в поворот. Будь внимателен, опасный участок. Это 620 километр. Ну и за ним, вот я сколько езжу, всегда дорожники тут ухаживают, все засыпано вечно. Ну это же, не знаю, вагончик стоит какой-то, что это? Гора впереди, видите, какая еле-еле очертания видно. И тут пошли виды уже как со взлетающего самолета, в общем, в эту сторону. Ну это такая вообще правильная форма. 100 пудов надо, если начать откапывать, окажется, что это пирамида, может быть. Так я бы сказал, это все засыпано, а эта машина пытается, не, хотя сейчас едет нормально, буксануть. В общем, тут картонные гаишники засели. Все это был белый подъем. Ну вот здесь оттуда идете, как бы не забыть повернуть надо, в общем. А тут, как говорится, сейчас мы пойдем по Алданскому Нагорью, мы все время выше, выше, выше поднимаемся, потом Тит перевалим, ну и уже пойдем к Становому хребту, тоже по верхам, там высоты в районе километра над уровнем моря везде. Вот так зимний лес. Все, ладно, выключаюсь, включусь там где-нибудь. Ну, раз пошло все снимать, наверное, большой ним, наверное, надо еще заснять. Солнышко вышло. Прямо весеннее настроение. Да, сейчас, конечно, если бы не мелое такое солнце, тут, ну, для глаз прямо тяжело. Что дорога белая, все вокруг белое. Зеленые пазики только радуют глаз. Ну, разгружают как-то зрение, нагрузку. Или что это? Не фазики какие-нибудь. Да, так что ничего, что метет. Но тут без сварочной маски не обойдешься. Это где-то мы едем, в общем. Ну, до Большого Немнера еще не доехал. Тоже, вот, да, такая погода, плохо видно. Там вот сейчас проезжал, там заворот на трубу. Бензовоз поворачивал, а Америка его догнала. Видать, вот так вот. Ну, машина проходит, в принципе, плохо видно. Я там всем моргал, аварийку включал. Ну, легковушками я имею в виду. Это с рацией все. Грузовики. Большая Юкте. Пока, в общем, зимние пейзажи продолжаются. Так, все, солнце обратно зашло. Это я так чисто, солнце в лесу. Сюжет назывался. Ну, не знаю, включил как это, кусок живописного вида. Тут тоже выемка такая мощная. Была раньше, дорога обходила. Там какой-то маленький серпантинчик, а это уже спрямили. Ну, это еще в 2000 там, наверное,
году, что ли, вот здесь уже открыли. Тут уж ветрено даже сдуло, тоже с этой стороны все в снегу было, по идее. Деревья, видите, как... Ну, это ели. Вот именно ели украшенные, все сосны. А вот что лиственница, они же это, иголки сбрасывают на зиму. И такое не очень украшенное получается. А елкам тяжело, да. Там вообще такой на макушке шар метр диаметром. Что тут? Минус 28. Расход он сильно не падает, что на моторе. Все время вроде едешь экономно, а всю ночь молотила машина. Я ночевал в Улу на антенном, ну где антенна там. По-моему, когда остановился 31, а когда трогался с 30 уже 35 было что-то. Ну там потеплее все равно, вниз спускаешься 40 было. Ну по верхушкам тут всегда теплее, в общем, когда мороз. Так что белая метель. Но на Титу будет прям нормально, если ветер там не стихнет. Но я как бы когда на Якутск шел, там мело, ну как бы нормально. Но зато здесь по трассе такого не было. Ну, сейчас посмотрим. До Тита еще, сколько он там, 510 километр. Примерно, ну, 501, начало подъема-то. Ну, короче, я уже забыл даже километраж там, но в общем, в районе 500 километра. Ну, 495 это точно на Меркугу стоянка. Ну, и там 502, наверное, 75 километров, грубо, еще туда. В общем, катимся дальше по якутским просторам. Ладно, это включусь уже попозже. Поезд идет на Якутск. Голову не заснял, она в лесу была. Нормальный такой состав собрали. Это вот станция сейчас будет Большой Немныр. Ну, рядом с ним станция здесь. А, ну ладно, уже вот сейчас. Вот раньше дорога была, видите, как такая тропка. Мостик такой, сейчас, ну, ширина. Сейчас две современные машины уже и не это, не разъедутся. Хотя МАЗы, КАМАЗы вроде не сильно уже, но как-то не знаю. Была дорожка поуже, в общем, в целом. Вот она выходит. Сейчас будет Большой Немныр. Ну, задувает прям неплохо так. Там вот были места открытые, прям поземка такая идет, боковой ветер примерно. Ну, если вот так вот это 12 часов, то на 4 часа так вот метет мне. Сзади в бок, в общем. Я из чего, видите, горняком пользуюсь на пустой машине зимой. Ну, я аккуратно, и плюс машина с курсовой устойчивостью, она же сама притормаживает, выравнивается, если что. Ну, честно говоря, один раз я это ощутил на Барском перевале. В поворот что-то закладывал, она у меня раз и притормозила. Ну, видать, почувствовал, что может снести или что.
Ну и плюс отключается он при пробуксовке, при всем таком. Вот сейчас даже, видишь, раз и отключился сразу. Вот колеса. Да, потом я уже сам отключу, потому что надо потом заново опять ставить его. Ну, зацеп пропадает, он, тык, все, выключился. Нету такого, что прямо боком тебя поставил, а потом выключилось. Он еще до этого, до начала как-то там определяет все это. Так, у нас это Большой Немнер, оживший поселок. Уже вроде забросили все, уже он и эти дорожники были, и крыша уже нету, и все. Вот эти домики в итоге поремонтировали, сандингом отделали. Ну и так вот везде котельную, я так понял, поставили новую или... Ну, в общем, оживили, потому что здесь вот база большая за этим. Ну и плюс нефтепровод, газопровод, все строится, видно это. Кто вот здесь на базе работает, тут склады, трубы и плюс база поддержки, всякое оборудование, все там. Ну, видите, как подбуксовывает. Вот это, видите, дорожники делают красиво, но... Сейчас видно, поземка от меня убегает. Коммерческий ветер пошел, короче, взад дует, экономим топливо. Ну, не настолько дует, чтобы, конечно, на подъем выйти на ветру. Вот база здесь, видите. Всякое такое и все такое. И вот здесь трупы. Все, в общем, это был Большой Немнер. Сейчас по верхам там пойдем, будет, если сильно дуть или что-то еще, тогда засниму. Вот, видите, на открытых пространствах так ветерок поземку перемещает тут. Ну, 28 с таким ветром, это прямо на улице, ну не по кайфу, я вам скажу. Лучше 40-50 без ветра, что это будет прям с таким ветерком. Короче, белая мгла. Й ну что, нам еще 55 где-то до Тита. Поглядим, как там дела. Едем дальше. А, тут мороз и солнце, день чудесный. Вон, видите, как этот ветер все время, видно, преимущественно в одну сторону дует. Вот с этой стороны смотришь, как бы деревья типа не в снегу, они вот с той стороны облеплены. А с этой все, получается, белые. Ну вот именно вот когда в створ, как ветер дует, сбоку не так, ну поняли. А здесь да, погодка. Минус 29. Это у нас на компрессорную станцию заезд, по-моему. Или на подстанцию, а до этого было у нас на НПС-ку. Ну, с той стороны дороги, там все эти нефтегазопроводы идут. Ну да. Смотря с какой стороны смотреть, в общем, да. С этой стороны не все так в снегу. А так вот раз поворачиваешь. Так, ну на всем протяжении дороги вот это самый низкий мост. Раньше Беркокитский был в первом месте, потом подкоп там сделали. А потом этот ну сейчас он самый низкий, короче, здесь вот. Да и, по-моему, по России, наверное, даже. Ну,
не габаритчики, в общем, знают, скорее всего. Не, ну, имеется в виду такое, что все в основном там написано 4,50, а там всегда больше. А тут, если, наверное, 4,50 написано, тут, может, 4,70, типа того, что... Ну, точно не скажу, но он такой... низковатый, в общем. Так, это... Вольво едет, нет? Примерно по времени тут Леха должен навстречу ехать. Ну, если он... А, не, у него же такой же цвет, как у меня. Только не такой. Ну, красная она у него. Чуть-чуть потемнее, типа вишневая. 23-го года. Ее сразу в Якутию на обкатку, в общем, сослали, она новая. По-моему, это он первый рейс и едет. Ну, может, там по месту что-то прокатился там у себя. Что, получается, Вольво сразу обкаталась. Так, что-то затянулось видео, да? Про снежные деревья. Ладно, вырубаю, сейчас тит будет. Так, ну а тут что сказать? Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится. Тут уже видимость как-то так стала. Деревья вообще такие. Красотища, в общем. Тут аж он видно, наверху такая дубина намерзла. Ну да, это мы все к Титу подъезжаем, я никак не могу это доехать. В общем, ладно, выключился. Видимость появилась. Думал, дальше еще хуже будет. Так, это опять эпизод про снежную дорогу. Хотя тут, да, ничего необычного. Тут две машины просто прошли, все замело. Я думал, еще хуже стало. В целом неплохо, только холодает. Да, ветер не стихает, но уже минус 30. Да уж. На улицу неохота, короче. Едем дальше. Сейчас скоро. Ну, подождите. Тит будет. Так, это у нас Малый Немныр. Ну, его уже как нет. Тут, не знаю, городок вот стоит, что-то все позаметало, не знаю. Что они тут делают? Ну, целый городок есть. А это остатки поселка. Малый Немныр. Ну и одноименная река. Володя, ты? А, Леха, здорово. Ну, место, да, встречи, ничего так получилось. Ну что, будем останавливаться-то? У тебя легковушка сзади, блин, газани. Ёлки, он тебе не въехал, нет? Да я не знаю, видишь, метет, лучше может нафиг. Ну, ясно. Все, как вообще, ничего-то. Да я, слышишь, надо было сразу это, чтоб ты меня подождал. Я-то побыстрее еду. Смотри, машины идут. Давай давай я назад. Вот эта движуха опасная.
Леха, уезжай, КДМ-ка идет, короче, слышишь, машины накатывают на тебя. Еще и автобус, блин. Слышишь, такое организуем сейчас. Давай, ладно, увидимся еще, если что, в Забайкальске. Давай, ладно, увидимся. Да, место такое, блин, надо было мне на этом, на Дунькин пуп стать на стоянке. Я в видео попаду? Ну да, я ж заснял, еду Малый Немныр, снимаю, да, до сих пор. Короче, да, встреча надо было, я же говорю, на этом, стать там Дунькин пуп был. А я думал, может, ты все-таки медленно ехал. Ну давай, в общем, хорошей дороги, аккуратно там. Давай, удачи, Опчика. Так что без чаепития, в общем, обошлось. Да, он, конечно, это увидел сразу по тормозам, там на легковой машине сзади кто ехал, он, ну, потренировал ему бдительность прямо. Это было бы прикольно, конечно. Ладно, ничего. Плохо, что связи нету, да, так бы раз на телефоне, да, кто где, а тут, получается, с Алдана выехал, все. В Хатыми мегафон работать начинает. В общем, вот такая встреча. Ладно, катим дальше. Подходим на подъем. Ну, тут как раз и гравийка начинается. Ну, которая сейчас вот в таком виде. Это как раз на Тит поднимаемся с другой стороны. Эта сторона как бы попроще, поменьше подъем сам. Так, а я, слышишь, в ватных штанах сижу на всю дорогу, думаю, что так мне это. Я на заправку как одел, ходил в кафешку на заправку. Да. Надо еще подогрев сиденья включить, да, чтобы уже. Тут что-то дорожная работа. Надо разгоняться. Все равно какой-то запас, чтобы был. Хода, если есть возможность. Ой. Дальше уже ну тут как летом дальше. Все посыпано кирпичами. Ну да, кстати, а тут не так и метет. За горой спрятались. Чуть-чуть не совпали, так бы ему Леху заснять, как он на подъем едет здесь, но не судьба. Какое-то клацанье появилось на вот этой гребенке. Как внутри что-то где-то тут. Что-то отвалилось, короче, внутри парбриза, скорее всего. Или вот в этой полочке. Так, ладно, перевал Тит, Нерюнгринский район здесь начинается. Ну вот эта гора рядом, Эвота называется. Ну, сама вершина. А так здесь высота 1360 над уровнем моря. Именно мы пересекаем всего лишь 1360 метров. Сам перевал. Ну, виды шикарные, не просматриваются, это как метет. Тут погрузчик работает, старается. Для нас. Я туда ехал, он еще вниз обрабатывал. Ну, нормально идет. Это сколько в воскресенье?
воскресенье я проезжал. На подъем кто-то едет, но я успеваю. Да, тут, конечно, это уклоны такие, что... Вроде ровно, но машина летит просто. Потихонечку. Так, ладно, как тут, чтобы горняк держал, сейчас поднастроюсь. Отторможусь. Тут как-то обманчиво. 10 градусов уклон, но машина не едет. Проще на Байкале там в 14% подниматься, чем вот здесь, в этот 10. Так, а что тут внизу они стоят? Что-то... Не, срывается горняк даже. Что, не спокойнее, хочет тягали? Килограмм нахуй. А остальные там 10 тонн. А, это Америка не может. Что-то легкий сильно. Ого. Вообще это. А что ты ругаешься? Скорость 45. То просто там снег намело языками. И этот так получилось, что поднялся. Что-то в ответ тишина. Ну, короче, он как-то на глаз оценил. Я вообще, честно говоря, наверное, спустился. Самый медленный из всех, кто с Тита, наверное, спускается. Ну, есть такие люди. Что б ни происходило, все у них не так. Не так все едут, не так там то все. Но он молодец, короче. Стоит посреди дороги на аварийке, когда метет снег. И все, зашибись. Так, это был Тит, в общем. Едем дальше, как говорится.